29 мая на территории социально-образовательного центра Салихова прошла посадка сибирского кедра. Данный вид также называют сосной сибирско-кедровой. Это вечно зеленое дерево, может достигать почти 40 метров в высоту, а польза кедровых орехов известна многим. Вот таким солнечным днем в конце мая мы со студентами естественно-географического факультета сейчас в нашем Салихово будем сажать эти кедры. Видите, они какие маленькие. Это вот 2029 мая 2018 года. Вот они какие маленькие. И вот мы будем смотреть, наблюдать за ними, какими же они станут через несколько лет. Да, первый кедр вот тут сейчас сажаем. После того, как вы посадили, вы ее немножко вытягиваете, чтобы корневая шейка была снаружи. Ее нельзя закапывать. Инициатором экологической акции стал Хасанов Мидхат Равилович. Этот человек за свою жизнь посадил уже не один кедр, а водоемы, благодаря ему, продолжают обогащаться рыбой. Мидхат Равилович – уроженец Башкирии, известный в России эколог-общественник, вице-президент общественного фонда имени Муравленко. В Салихове Мидхат Равилович привез более 50 саженцев кедрача 5-летнего возраста. Но самое главное, это дерево кормит птичек, кормит зверей. Значит, Орешками. Да, значит, и кормит людей, и лечит людей. Самое ценное. Почему сказать, что лечит людей? Называется, значит, живица, это смола кедровая. С него делают 123 вида лекарств, без химии, без ничего. Да? И даже вот во время Великой Отечественной войны сибирские полки несли самые наименьшие потери среди раненых. Потому что у каждого солдата в кармане был тюбик с этой смолой. Немаловажный вклад внесли студенты и преподаватели естественно-географического факультета. Они вместе с сотрудниками центра посадили сибирский кедр на территории Малого и Большого Салихова. Это, можно сказать, это исторический момент в жизни, потому что мы оставляем часть себя здесь, вот, и через много лет вернуться сюда, посмотреть, как растут эти кедры, это очень здорово. Думаю, это очень круто, и нужно что-то подобное развивать среди молодежи, как это было раньше. Посадки устраивать, выезжать почаще куда-то. Я первый раз, конечно, сажаю деревья, ну, получается вроде, нормально. Ну, и мне очень приятно, что такую возможность предоставили. Почетным гостем стал председатель отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан, путешественник, писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан Камиль Фарухшинович Зиганшин. Вот есть люди, которые хорошо зарабатывают, и чем они занимаются? Покупают виллы где-нибудь на Западе, перегоняют туда деньги, набивают полную квартиру пачками денег. А вот есть такой человек, Мидхат Равилович, который все свои деньги, все свои сбережения пускает на то, чтобы наша Башкирия превратилась практически в кедровый бор. Он всех шевелит, вся Башкирия уже на ушах стоит. Все сажают, все занимаются посадкой кедров, потом чернику сажают. Что еще? Грибы. Грибы сажают. Он привез и грибницы еще. Можно будет здесь целую плантацию грибов организовать. Это прекрасно. Экологические акции такого вида очень важны для сохранения лесного массива. Одновременно с Салихова посадки сибирского кедра проходили также и в других районах республики.